Пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые инокини и инокини, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Воистину воскресе! Во всем богатстве и многообразии человеческого языка нет более радостных и желанных для верующего сердца слов, чем это убедительное свидетельство свершившейся победы жизнью над смертью и добра над злом. Христос воскресе! Всем благовестие сосредоточена сокровенная сила надежды и великое упование веры, которыми жили люди со времен изгнания из рая. Жили ожиданием прощения, примирения, освобождения. Но Господь дал несравнимо больше, ибо по любви Своей предусмотрел о нас нечто лучшее. Сын Божий пришел в мир и стал человеком, разделил с нами все тяготы земного бытия и до дна испил чашу страданий, и самую горькую из них – чашу смерти. Муж скорбей, исповедавший болезни, Он взял на себя наши грехи, добровольно зайдя на крест. Но могла ли смерть удержать Создателя жизни? Могли ли ненасытные адские бездны поглотить того, чьим словом все начало быть, что начало быть? Явилась слава Божия во вселенной и озарила преисподнюю. Смерть истреблена, врата адовы сокрушены, и осветились светом все твари, бывшие прежде во тьме. Вдохновенно воспевает преподобный Ефрем Сирин победу Спасителя над смертью. Слыхано ли, чтобы смерть возвращала свою добычу? А если и возвращала, то до времени, чтобы потом снова забрать ее. Но Христос, восстав из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Он, будучи первенцем из умерших, предваряет и нас на этом пути. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Бог, воплощением Своим обновивший человеческое естество и исцеливший его от ран греха, ведет нас воскресением к еще лучшим пажитям. Он не только возвращает людям утраченное, даруя прощение и примирение с собой, но и усыновляет нас себе через Иисуса Христа, и верующим во имя Его дает власть быть чадами Божиими и богами по благодати. Вместе с весенним преображением расцветающей природы вновь и вновь разлетается по миру удивительная весть о спасении. Иисуса ищите назарянина распятого, Он воскрес, Его нет здесь. Пуста гробница, воскрес Господь, как сказал. Пасха Христова – неисчерпаемый источник нашей великой радости. Радости, проистекающей от превосходящей всякое разумение любви Божией к человеческому роду, которой и явлены нам блага видимые и невидимые. Безмерная сила сей жертвенной любви простирается столь далеко, что побеждает ад, отверзает рай, дарует прощение и подлинную духовную свободу. Крепка, как смерть, любовь, утверждал богатой мудростью царь Соломон. Но мы, ученики Христовы, убежденно свидетельствуем, что любовь сильнее даже смерти. Она преодолевает время и пространство, низлагает грех и могущество тьмы. Царство любви зовет нас всещедрый Господь, и туда не войти, не имея ее в своем сердце. Простим же друг друга, сбросим оковы взаимных обид и огорчений, примиримся и обнимемся, окажем милость нуждающимся и утешим скорбящих. Освящаясь Христом и входя в дивное торжество Пасхи, мы преображаем окружающий мир нетленным светом воскресения, вводим его в радость спасения, которого вся вселенная ожидает, стремясь к освобождению, в свободу славы детей Божиих.
Тогда и сама наша жизнь, проходящая в единстве с Господом, становится подлинной литургией, литургией поистине космического масштаба, в которой каждое творение сможет воздать благодарение и хвалу Создателю, восклицая: «Слава воскресению Твоему, Христе! Слава Царствию Твоему! Слава смотрению Твоему, едине человеколюбче!» В мире множество духовных поисков, но лишь один путь, истина и жизнь. Только один победитель греха и смерти, лишь один отверзающий небеса. Имя Ему Иисус Христос, и нет ни в ком ином спасения. Сердечно поздравляю всех с праздником Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам жизнеутверждающее и ободряющее навеки свидетельство о том, что воистину воскресе Господь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Пасха Христова, 2026 год, от Рождества Христова. Спасибо, Господи.